Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху вассалям. Аллахума шрах ли садри ва яссир ли амри ва хлюл уқдатан мин лисани яфқаху қавли. Аллахума аллимна ма янфа'уна ва анфa'на бима 'алламтана ва зидна 'ilma. Субханака ла 'ilма лана илля ма 'алламтана иннака антал алимул хаким. После этого мы, иншаллах, проходили в Исламском университете Украины в онлайн-режиме книгу «Хильяту талиб аль-илм. Украшение искателя знаний». Мы дошли до, в этой книге, в 8 странице, получается, у нас была глава 7. «Украситься великолепием знаний» было сказано у нас. Иншаллах, читает нам Ахмад, да? Ахмад, слышишь меня? Да, шейх, слушаю. Читай. Блеск знания. Необходимо украсить себя блеском знания, иметь прекрасный внешний облик, придерживаться праведного поведения, постоянно соблюдать спокойствие, быть серьезным, быть смиренным, быть снисходительным, постоянно держаться прямого пути, украшать себя снаружи и изнутри, избавиться от всего, что нарушает вышесказанное. Сообщается, что Ибн Сирин, да помилует его Аллах, сказал: они, сподвижники, изучали нормы богопристойности так же, как изучали религиозные знания. Подожди, брат. Тут он очень красиво начал, говорит он, украситься великолепием знания значит обрести добропорядочное поведение, благообразные манеры. То есть ученые сказали еще, как хадисоведы в своих книгах, одна из условий принятия хадиса человека, у него должно быть, говорит, муруа, то есть благонравие или поведение правильное. Баракаллаху фикум. Это муруа, благонравие, это должно быть. Или как переводят некоторые, мужество. Нет, не мужество, везде подходит это слово, а имеется в виду благонравие у человека должно быть правильное, хорошее поведение, подобающее человеку, передающему хадису посланника саллаллаху алейхи. Баракаллаху фикум. И тут он дальше говорит, что к ним относятся постоянное спокойствие, уравновешенность, серьезность, кротость, скромность, приверженность правильного пути. Где бы это ни было, кто бы ни сказал, если тебе говорит истину, будь стойким на этой истине. То есть будь готовым оставить свое мнение, своих, как говорится, друзей, будь готов оставить ради истины, выражающиеся в совершенствовании и облагораживании себя изнутри и снаружи, он сказал, и избавление от вещей, которые его нарушают. Да, избавление от вещей. Человек сказал «Ля иляха илляллах». Это имеется в виду избавление от многобожья и установление единобожия. То есть «Ля иляха илляллах, ля ма'буда бихаккин илляллах». То есть нету достойного поклонения или заслуживающего поклонения, кроме Аллаха, ничего. Ты это отрицаешь. И также тут получается в самом поведении человека. Человек, тот, кто сказал, я принял ислам, я последовал за истиной, он себя должен украсить этим истинным знаниями, правильными знаниями, красивыми манерами, как мы только что перечислили. Ибн Сирин что сказал? Они учились правильному поведению прежде, чем учились знанию. Много сегодня учат знаний ислама, однако они не учатся правильному поведению. Когда человек не учится правильному поведению среди общества, среди, скажем, требующих знаний, среди мусульман или не мусульман, тогда люди не прислушиваются его знаниям. То есть правильное поведение – это очень важно. Как, допустим, как важно тоже красноречие, но красноречие только после красивого поведения. Правильного поведения прежде знаний, баракаллаху фикум, красивому этикету мы имеем в виду. Они учились правильному поведению прежде, сказал Ибн Сирин, чем учились знания. Продолжай дальше. Сообщается, что Раджа ибн Хаюа, да помилует его Аллах, сказал некому человеку: расскажи нам хадисы
но не рассказывай нам о тех, чье сердце умерло. Не рассказывай нам о тех, кто порочит других. Эти слова передал Аль-Хатиб в книге Аль-Джами, а затем сказал: искатель хадисов обязан сторониться бесполезных игр и забав. Он не должен вести себя несерьезно в собраниях ученых, говоря глупости, смеясь и хохоча. Он не должен рассказывать людям много забавных рассказов, не должен постоянно и часто шутить. Ему позволено изредка пошутить. Рассказал такую шутку, которая не выбьет его за рамки благопристойности и знания. Что же касается непрерывных, скверных или глупых шуток, а также шуток, рождающих в сердце злобу и служащих источником зла, что они являются порицаемыми. А частые шутки и частый смех унижают его степень и удаляют порядочность. И было сказано: кто часто занимается какой-то вещью, становится известным именно ею. Сторонись же этих ошибок в своих собраниях и беседах с людьми. А некоторые невежды полагают, что частое занятие этими вещами дарует душе умиротворение. Сообщается, что Аль-Ахнаф ибн Кайс сказал: в наших собраниях ни в коем случае не говорите о женщинах и еде. Поистине я ненавижу человека, который описывает свой половой орган и живот. В книге правителя верующих Умара ибн Аль-Хаттаба ради Аллаху анху о судопроизводстве сказано: Аллах очернит имя того, кто украшает себя тем, чего в нем нет. Разъяснение этих слов ты найдешь у Ибн Аль-Кайма, да помилует его Аллах. Подожди, брат, сейчас, подожди. И тут он очень красиво опять раскладывает. Сказали мы то, что сказал Ибн Сирин, Ибн Раджа, Ибн Хаян, сказал, да смилуется над ним Аллах, передано, что однажды он сказал некому человеку: расскажи нам хадисы. То есть, но не рассказывай их со слов нерадивых и поносителей. То есть, не любят ученые слушать людей гибата, людей, которые очерняют людей или клевещут на людей. Их вообще-то не слушали, не принимали у них хадиса, религию не принимали. Не говоря уже о других мирских вопросах. Они ставили их как, допустим, если передачи, значит они нечестные люди. Нерадивых поносителей считали как нечестных людей. Почему? Потому что в них есть недостаток. У них есть самих недостаток. Баракаллаху фикум. Итак, посланник Аллаха, саллаллаху салям, также Аллах нам в Коране вначале сказал, в Суре Бакаре Аллах приводит это: «Я ахль китаби ля таглу фи диникум». Люди сегодня также начинают говорить, якобы мы защищаем религию. Под видом защиты религии делали специализацию обсуждения людей. Я понимаю, раз сказал, допустим, этот человек нечестный, будьте осторожны. Или этот человек в таком-то, допустим, куфре возится. И этот человек, допустим, в фиске, он возится. Все, сказали про него, такая-то, такая-то причина. Все. Но заниматься постоянно одним и тем же делом, это неправильно. Опровержение нужно делать таким людям. Да, нужно делать, если человек заблудился, то ему делают опровержение. Как сегодня некоторые делают нападки на хиджаб, на никаб. И если посмотреть сурату Ахзаб, 59 аят, то следующий идет: «Я аюхан наби кулли азваджика ва банатика ва нисаи му'минин», идет этот аят. Дальше идет аят, сразу Аллах говорит о мунафиках. То есть те, которые обсуждают кого? Хиджабе женщин и никабе женщин, пороча их по разным причинам, говоря разные вещи, то Аллах говорит нам, что это является мунафики. Сразу контекстом идет эти два аята. Контекстом идет. Сразу видно, баракаллаху фикум. Итак, как ученый баляга тоже нам объясняет, Махмуд Ша'бан тоже, маша Аллах, устаз по балягат аль-Азари.
Аль-Азари у нас был. Он тоже это объясняет, что это качество лицемеров. Как было качество тех людей, допустим, во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, люди, когда шли на газва, обсуждали чтецов Корана. Не аяты, они надсмехались над аятами, не Кораном надсмехались, не над пророком надсмехались, а над чтецами, носителями кого? Носителями Корана, носителями ислама надсмехались эти люди. И Аллах назвал их, то есть «Ла та'тазиру, кад кафартум ба'да иманикум», Аллах сказал в суре Таубе, то есть не проявляйте извинений, не говорите «извиняемся, мы не хотели этого сказать». Когда шли в поход, они говорят, мы хотели сократить всего лишь время. Время хотели они сократить, но однако они якобы этими шутками надсмехаясь над чтецами Корана. Они говорили, когда кушают, они очень жадные, много они кушают. А когда война начинается, они убегают, они говорили. Как сегодня некоторые обсуждают имамов Ахлю-Сунна валь-Джамаа. Они также обсуждают имамов Ахлю-Сунна валь-Джамаа, как будто все одинаковые личности. Не обсуждайте имамов Ахлю-Сунна валь-Джамаа. Они говорят про них, что, баракаллаху фикум, они якобы жадные, они трусы, они участвуют с ними в боях, допустим. Ла хауля ва ла куввата илля билля. В каких боях? Именно каких боях, баракаллаху фикум? Там, где идет фардуль айн непосредственно, или там, где идет не фардуль айн. Фардуль айн, если идет, это другое дело называется. Фардуль айн, если идет непосредственно, если там есть исламский правитель, допустим, если там непосредственно фардуль айн, допустим. И где они, в каких местах они об этом говорят, в каких странах они об этом говорят, они говорят про них, якобы они убегают с поля боя. С поля боя, то есть с поля фардуль айна они убегают. Фардуль айн начинают другие потом обобщать и говорить, якобы сегодня везде фардуль айн. Да, имам Куртуби сказал в своем тафсире, он сказал, после того, как взяли мусульманские Андалусию, после этого стало фардуль айном. Он говорит, да, это такой хукм есть в шариате. Но однако, откуда начинает, или разбрасывается подряд, что угодно делает, то есть начинает обсуждать имаму Ахлю-Сунна валь-Джамаа. Сами мало чего делают ради религии, а обсуждать имаму Ахлю-Сунна валь-Джамаа им очень легко. Будьте осторожны, чтобы вы не попали в неверие, как те люди попали, асхабу ракб называется, они шли с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, с подвижниками, они шутили, потом они, как говорится, подвесились на узды пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и просили извинений. И Аллах послал аяты, «Ла та'тазиру кад кафартум ба'да иманикум». Не просите прощения, вы проявили неверие после того, как вы были уверовавшие. То есть это были лицемеры, получается, баракаллаху фикум. И тут он говорит также, подходит, не поносите, пожалуйста, лучших людей, не поносите сахабу, не поносите, баракаллаху фикум, Ахлю-Сунна валь-Джамаа. Приведя эти два сообщения Аль-Джами Аль-Хатиби приводится, человек, изучающий хадисы, должен сторониться игр. Вот эти игры, они игрались, они начали надсмехаться над чтецами Корана, над имамом надсмехается Ахлю-Сунна валь-Джамаа. Бывает имам свой ичтихад он сделал, бывает имам свой ичтихад сделал, некому с ним советоваться, баракаллаху фикум. Бывает некоторые имамы советуются, как допустим я советуюсь с одними имамами, или другие имамы со мной советуются. У нас есть совет определенных имамов. Определенные имамы, мы скажем, да, совет есть. Некоторые имамы со мной не советуются и делают от себя. Или кого-то они спрашивают или между собой советуются, делают от себя. И я даже этим братьям, имаму Ахлю-Сунна валь-Джамаа, нахожу оправдание, чтобы их не оклеветали. Нахожу оправдание. Но они должны понимать, если делают какие-то общественные дела, то эти дела общественные не делают, не советуясь вместе собраться, вместе советоваться с имамом Ахлю-Сунна валь-Джамаа. Если они находятся в одном городе, если в стране они находятся в одной стране, тогда каждый этот имам, который начинает выдвигать свое решение для общего дела, тогда он берет на себя ношу, получается, трудности. Почему? Потому что он не нашел поддержку от других имамов. Не нашел поддержку, потому что он, не посоветовавшийся, зашел, скажем, в другие какие-то дела.
Поэтому нужно обязательно совет. И тут человек, изучающий хадисы, должен сторониться игр. То есть мы сказали, мы должны сторониться чего? Ненужных игр. Игра, которая, допустим, поддерживает твое здоровье. Но не постоянно некоторые стали имамы-футболистами. Некоторые имамы стали просто забавами. Надсмехаются над ними люди. Они делают как будто театр из мечети. Из мечети не делают театр, баракаллаху фикум. Мечеть это не театр. Мечеть это не похоронные процессии там приходят. Мечеть это не кафетерий. Мечеть это не ресторан. В мечети можно кушать? Можно кушать. Но не делайте из мечети рестораны, кафетерии, место игр. Мечеть есть место поклонения. То есть там получают знания, там поклоняются. Иногда можно играть, допустим, дозвольной игрой. Можно играть дозвольной игрой. Иногда. Но это само по себе место поклонения. Дальше другие делают из мечети как будто кафетерий, ресторан. Не делайте из мечети кафетерий, ресторан. Даже когда заходишь в мечеть, запах бывает кафетерий в мечетях некоторых. Это я не разрешаю. Чрезмерство имеется в виду. Я разрешаю кушать в мечети. Я говорю, дозволено в мечети кушать. Но не делайте из мечети чрезмерство, я извиняюсь. В чем? Дозвольные вещи, игра, будь это дозвольная, или, скажем, да, еда, будь это дозвольная, мечеть должна быть просвещенная, баракаллаху фикум. Она должна получать знания и также поклоняться, чтение Корана, зикр там должно быть. Люди приходят в мечети обратиться к Аллаху, потому что мечеть это дом Аллаха. Дальше он тут говорит, неприличного и легковесного поведения в собраниях, произнося несуразности, смеясь и хохоча, рассказывая много анекдотов, забавных историй постоянно и много. Будь это в мечети или не в мечети, он тут говорит. Не подобает требующим знаний, не подобает мусульманину, как мы тот раз говорили, некоторые рассказывают анекдоты, много врут они. Много врут. И тут они получают чего? Большой грех они получают из-за этого. И он тут говорит, чрезмерство нигде нельзя. Шутить можно в меру. В меру шутить можно. Я как одном напоминании говорил, 14 правил во время шуток. Можно позволять себе пошутить при условии. Можно шутить, братья. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже шутил. Можно позволять себе пошутить при условии, что шуток немного, что они остроумны и изящны и не переходят за грань благопристойности и знания. Аллах в Коране сказал: «Вейлю ликулли гумазатил лумаза, вейлю лиль мутаффифин». То есть Аллах говорит тем, кто, взвешивая, не делает справедливости, да, горе им сказал. Также тем, кто шутит, подмигивая словами, будь это или делами, намеками будь это, как глазами, допустим. Это Аллах тоже сказал, что будет за это горе. Эти шутки, они обращаются в чего? Большие грехи. Будьте осторожны. Если мы подкалываем кого-то, как Аллах в Коране сказал, «Ла ясхар кауму мин каумин», то дальше идет аят Сурат Аль-Худжурати, но однако одни люди пусть не издеваются над другими, братья пусть не издеваются над другими братьями, сестры пусть не издеваются над другими сестрами, народ, один народ пусть не насмехается над другим народом. Над другими народами нельзя насмехаться. Аллах создал все эти народы. Не твоя, не моя заслуга, что ты из такого-то народа. Аллах создал, это творение Аллаха. Поэтому нельзя, баракаллаху фикум, надсмехаться ни над народом, ни над личностью нельзя надсмехаться. Итак, тут он говорит дальше. Переходить за грань. Чрезмерство в дозволенных вещах переходишь, если становится она греховным. Итак, благопристойности и знаний. Если же шутки непрерывны, чрезмерны, внимательно, неприличны, глупы, постоянно шутят некоторые. Если же шутки непрерывны, чрезмерны, неприличны, глупы, или же обижают людей и ведут к плохому, то они порицаются.
Бывает шутка, некоторые шутят, обманывая людей. Это большой грех. Как можно шутить с большим грехом делая? Если человек много шутит и смеется, это уменьшается его достоинство. Его не будут уважать ни старшие, ни младшие, ни дети. И лишает его благородства. Быть может, он из благородного рода, из благородных родителей. Отец может быть, бабушка, дедушка, благородный род может быть этого человека. Но его шутки, но его легкомыслие, его унижает же. Его кого? Унижает. Свое достоинство он унижает. И лишает благородства его же. Ведь нельзя говорить, кто делает кто-то часто, то есть, ведь не зря говорится, имеется в виду, не просто говорится такие слова, тот, кто делает что-то часто, становится известен этим. Да, если ты сострадателен, но не везде ты должен быть сострадателен, ты не везде должен быть снисходительным, ты не везде должен быть милостивым. Иногда проявление милости предателя – это предательство большое по отношению к слабым. Если ты проявишь милость предателю, это притеснение слабых. Остерегайся этих ошибок общим. Общение в своих беседах. Некоторые, кто не обладает знанием, принимает чрезмерность в этом за простоту и широту души. Да, они думают, что до такой степени этого человека можно просто обвести. Передано, что Ахнаф ибн Кайс сказал: отдаляйте от наших собраний разговоры о женщинах и еде. Некоторые собираются, как я заметил, так называемые студенты были с нами. Так называемые сегодня они и в муфтияте сидят. И в муфтияте, в разных местах они сидят сегодня. Собираются и только обсуждают женщин и еду. Что такое? Что такое, субханаллах, студентами стало? Когда ты их порицаешь, почему ты порицаешь? Потому что ты учишься у шейха ученых. А они не учились. Они просто с одного коридора до другого коридора прошли, они чисто, как говорится, вузы прошли. Чтобы получить дипломы, пришли они. И они стали такими же, как они ушли. Итак, они чрезмерствовали обсуждение женщин. Некоторые до утра сидят, обсуждая женщине еду. Я ненавижу мужчину, он сказал, Ахнаф ибн Кайс сказал. Я ненавижу мужчину, который постоянно описывает, чем занимается его, извините, половые органы или чрево. Некрасиво, не подобает ни мужчинам, ни женщинам из него делать профессию, как неверующие сделали из него. И на эту уловку попадает многие сегодня мусульман. В письме сегодня много мусульман попадает. Да, человек по ошибке, может быть, допустим, скажем, интернет сегодня доступно многим детям. Сегодня сюда приходят, не сегодня, вообще приходят ко мне, родители приходят. Что сделать с детьми? Телефон забираю. А телефон, когда забирают, другой телефон, они находят своих, как говорится, друзей телефон, учеников. И этими телефонами пользуются в школе. Потом смотрят они грязные, не знаю, фильмы или мультфильмы, не знаю, что за грязные. И тогда дальше эта грязь распространяется в школе. В школе распространяется. Когда нужно было рассадить девочек, мальчик, или разделить учебу у девочек и мальчиков, чтобы этот разряд не был, даже не мусульмане ко мне приходят и просят воспитать своих детей. Куда подать? Какую школу отдать? Если нету школы, что делать? Нормальной школы, если нету. Имеется в виду, портится ребенок, вы поймите, в телефонах сидит раз. Когда со школы приходит, в школе еще хуже им учат. Что учат в школе? Ихние ровесники, быть может, учителя, легкомысленные учителя, не понимая детей, неправильно воспитывают, быть может. То есть нужно воспитать учеников этикету и морали поведения правильно. И поэтому боятся родители за своих детей. То есть из других конфессий люди просят воспитать. Есть ли у вас школа исламская, чтобы отдали мы туда своих детей? Чтобы правильно воспитали. Мы боимся, говорит, за своих детей, что мы их потеряем вообще. Имеется в виду, что потеряем? Или будут наркоманами, или дальше пойдет налево. Хуже и хуже.
И тут не буду подробностей говорить, о чем они говорили. Тот, кто украшивается чем-то, чем он не обладает, того обесчестит Аллах. Тут он говорит, извините, я перешел нечаянно. Я ненавижу мужчину, он сказал, который постоянно описывает, чем занимается его половой орган или чрево. В письме человека, который внушались правильные решения, повелителя Умар бин Хаттаба, да будет доволен Аллах, посвященному судопроизводству. Называется судопроизводство. Говорится, тот, кто украшается чем-то, чем он не обладает, того обесчестит Аллах. Познакомься с разъяснением этих слов, которые дал Ибн Каим, да смилуется над ним Аллах. Читай, брат. Порядочность, благопристойность. Укрась себя порядочностью и тем, что ведет к ней. Благие нравы, радушное лицо, распространение приветствия, саляма, проявление терпения пред обидами со стороны людей, осознание собственного достоинства, без высокомерия, величие без притеснения людей, храбрость без фанатизма, усердие без невежества. Таким образом, нужно сторониться нарушения этой порядочности в характере, в словах и в делах. Нужно сторониться презренных занятий и скверных качеств. Нужно сторониться тщеславия, показного благочестия, надменности, кичливости, презрения по отношению к людям и посещения сомнительных мест. Да, подожди, брат. Украситься благородным приличием. Украситься. Если я сейчас поднимаю голос, это не значит, что я на вас кричу или на свою публику кричу. Нет, у меня обычно такое, как говорится, да, подача такой информации у меня бывает большинство. Тем более, если я хорошо себя чувствую. Украсть себя благородством и теми качествами, которые к ней побуждают. Каждый человек должен украситься этими качествами. Умар бин Хаттаб, у него тоже был голос, допустим, да, он поднимал голос. Однако Абу Бакр Сиддик даже чтением Корана, Абу Бакр тихо читал, а Умар громко читал. Пророк сказал, саллаллаху салям им обеим, ему сказал Абу Бакру, подними свой голос, а Умару сказал, опусти свой голос, чуть-чуть убавь. Сюда относится благонравие, приветливость, радушие, распространение приветствия миром среди людей, перенесение доставляемых людьми неприятностей. Неприятности в одном же семье бывает, в одном же доме бывает неприятности. И если тебе кто-то неприятность сделал, прояви наоборот чего? Прояви дальновидность. Наоборот, подари подарок, приблизься к нему, так, чтобы он тебя полюбил, чтобы он убрал эту свою неприязнь, чтобы он убрал. Баракаллаху фикум. Бывает, допустим, некоторые дети обижаются на родителей, когда родители ругают своих детей. Для чего родители ругают? Для того, чтобы они стали лучше. Разве родители не отдали то, что у них есть все? Свое здоровье отдали, чтобы их поставить на ноги. Разве родители не являются причиной появления на свет? Разве родители, баракаллаху фикум, я имею в виду обычные родители, большинство, они стали причиной появления их на свет. Они их обеспечивали, тратили свое здоровье, тратили на них свои, как говорится, годы, свою молодость тратили. Как вкладывают в бизнес, так же некоторые вкладывают в детей, чтобы эти дети после возраста родителей, чтобы они приносили плоды, чтобы они приносили, как говорится, урожай, чтобы они приносили в старости лет, чтобы рядом с ними были. Но однако некоторые дети этого не понимают. А другие, допустим, родители, обеих мирах хотят, чтобы польза была от детей. Как мусульмане, единобожники, дальновидные люди. Они хотят от детей что? Чтобы они были рядом с ними в трудные моменты, скажем, когда они уже стали старыми, уже не могут за себя, как говорится, да, или обеспечивать, помогать сами себе, или обеспечивать себя, если не могут. Старость имеется в виду. Они будут им полезны в старости, эти дети. Также после смерти
они будут полезными, если эти дети единобожники, если они научились Корану, если они научились религии, если они преподают религию, распространяют они религию, оберегают себя, свою семью, свое окружение, распространяют религию. И еще родители их научили, как зарабатывать на жизнь. Разве эти родители не заслуживают благодарности и почтения и покорности от детей? Да, они заслуживают. Да, может быть, не смогли из-за политической ситуации в мире или в стране, допустим. Не могли родители столько сделать. Или, скажем, пропаганда, которая суется со всех сторон. Не смогли родители, как говорится, должным образом поставить детей на Коране и Сунне. И также, чтобы они зарабатывали правильным образом, лучшим образом. Чтобы они низкую работу они делали, а высшие работы, чтобы они делали. Когда они зарабатывают, не ходили, имеется в виду, извиняясь, я не принижаю эту работу, как говорится, чистить, убирать. Я говорю, просто мусульманин, тот говорит, ла иляха илляллах Мухаммад Расулуллах, он должен быть, стараться постоянно быть наверху. Ла иляха илляллах, это слово единобожие, это слово Аллаха Субхану ва Тааля. Ла иляха илляллах, это имеется в виду калиматун, слово богобоязненности, слово искренности. И также аль-исламу я'лю ва ла ю'ля алейхи, сказано в шариатском правиле. Ислам должен быть выше, и носители его должны быть выше. Ислам. Почему? Потому что Аллах, Субхану ва Тааля, Всевышний Он. И ты должен быть тоже выше, приблизиться к Аллаху, Субхану ва Тааля, не унижая себя. Поэтому учись, добивайся учебой, добивайся, баракаллаху фикум. Я не принижаю работы, которые чистят, подметают. Нет, не это имеется в виду. Пусть Аллах их благословит, пусть Аллах даст им лучшие дары в этом мире. И также в ахирете пусть Аллах их наставит на прямой путь в этом мире и ахирете, фирдаус а'ля, пусть Аллах дарует. Но однако я не хочу, чтобы там работали, как говорится, тот, кто говорит ла иляха илляллах. Но не получили они должные знания в свое время, не получили. Не получили ни знания, ни возможность не получили. Но это я не принижаю эту работу, как я сказал. Лучше, чем просить садака, лучше эту работу делать. Лучше эту работу делать, баракаллаху фикум. А требующим знанием должны обеспечивать вокруг них люди. Требующих знаний, их должны обеспечивать община Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, где бы они ни были. Пока они требуют знаний, распространяют знания, оберегают знания. Они должны служить Аллаху, но не должны служить каким-то, как говорится, личностям. Они должны служить Аллаху. То есть у нас украситься должны мы благородным приличием. Вот это есть храбрость, мы сказали. Да, тут он говорит, сюда относится благонравие, приветствует радушие. И тут говорится, храбрость без слепого фанатизма. Некоторые храбрые, однако глупые, фанатически подходят. Пыль, допустим, горячая приверженность делу, допустим. Не должно быть так. Без фанатизма, без слепого приверженности к чему-то. Ты должен следовать знаниям. Рвение, но не невежестве. Человек бывает, баракаллаху фикум, горячая приверженность к делу, рвение, но не в невежестве должно быть это рвение твое, твой пыл, допустим. Не должно быть фанатически слепым, ты не должен быть. Отдались от вещей, несовместимых с благородством, относящихся к характеру, словам или деяниям, будь то презренное ремесло, видите то, что я сказал только что, я это не читал, только что от меня эти мысли. То есть, будь то презренное ремесло или скверное качество, это именно касается самих требующих знаний. А дальше и также мусульман. Потому что мусульманин должен быть требующим знанием. Талабуль ильми фаридатун аля кулли муслиму муслима, как мы сказали до этого. Требовать знаний обязанность каждого мусульманина и мусульманки. Как в одном хадисе говорится более достоверно, каждый мусульманин должен требовать знаний. И тут получается, баракаллаху фикум, мы должны понять, будь то презренное ремесло или скверные качества. И пророки зарабатывали своими руками, однако у них, как говорится, что Нух был плотником, Дауд был кузнецом, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пас овец, он потом занимался торговлей, а потом он занимался чем? Походами.
походами на пути Аллаха зарабатывал. Такое, как самодовольство, это качество плохое. Уджб бин нафс, то есть самодовольство, самообман это высокомерие, которое приводит человека. Высокомерие, если человека приводит, называется у нас как самодовольство. Смотрите, какое я хороший знаниями. Смотрите, сколько у меня подписчиков, говорят одни. Сердечки не сейчас нужно посылать, а нужно ставить лайки, чтобы людям дошли знания. Польза, чтобы до людей дошло в роликах, когда мы закидываем, будь это Ютубе или Инстаграме, чтобы люди получали пользу, чтобы люди просвещались, чтобы у людей открывались глаза, баракаллаху фикум. Дальше. Самодовольство, как оно получается? Из-за высокомерия. Допустим, человек ходит в спортзал. Ислам не запрещает ходить в спортзал, поддерживать свое тело. Но у тебя должно быть ограничение определенное. Какое? От харама избегай. Харама избегай. Дальше. И если ты смотришь на себя, удивляешься сам собой, своим телом, своим спортом, своим занятием, или своими знаниями, или своим призывом, или своим окружением, или своей женой, или своими детьми, своим богатством, без разницы. Поклонением, будь это, если ты удивляешься и приходите в высокомерие, самодовольство, это все разрушается. Ибн Таймия сказал, объясняя «Ияка на'буду, ияка наста'ин», даже бывает до такой степени приводит самодовольство, высокомерие, большой грех, и дальше бывает доходит до многобожия. Он себя делает Богом, в конце концов. И это объясняет, они, как Ибн Кайим, тоже объясняет более подробно опасность этого греха. Самодовольство, то есть стремление, он тут говорит, к показному. Это называется рия у нас, и тасмия, может быть, чтобы люди про него слышали. Рия – это показуха. Заносчивость, хвастливость, или постоянно, если он сделал лекцию или что-то сказал, чтобы его хвалили, чтобы ему хлопали. До чего люди дошли, чтобы ему хлопали хотят? Да нет. Главное, чтобы люди исправились, чтобы до людей дошло слово Аллаха, его посланника, истинное слово, чтобы дошло до людей. Заносчивость, хвастливость хотят. Презрительное отношение к окружающим, некоторые себя считают высшими. Если они заслужили, будь это в спорте, будь это в богатстве, если Аллах их одарил, допустим, это не милость Аллаха. Если ты какое-то место заслужил в этом мире, это не милость Аллаха, дорогой верующий, это испытание. Аллах тебе доверил, испытывает Аллах, как Аллах доверил богатство и знания Аллах доверил людям. И что ты с этими знаниями сделаешь? Продашь ли ты их, эти знания или нет? Исламские знания. Ты будешь служить Аллаху или будешь служить тирану? Кому ты будешь служить? Или будешь полезным обществу или нет? Ты должен служить Аллаху, а затем быть полезным для общества. Не вредным, не врединой, а должен быть полезным для общества. Мусульманин приносит постоянно за собой, как пчела приносит мед. В одном из хадисов, смысл хадиса, верующий человек подобие пчеле. Он приносит мед, ищет чистые цветы, потом приносит он мед. А муха ищет грязные места и приносит грязь, она приносит. Она приносит болезни. Поэтому мусульманин должен быть постоянно приносить пользу. Иногда мусульманам, как мы сказали, приходится, как гангрену приходится убрать, имеется в виду, если гангрену у человека, чтобы человек не умер, приходится резать, чтобы спасти определенных людей, чтобы большинство не погибли. Баракаллаху фикум. Это соотношение. Презрительное отношение к окружающим – это большой грех. И также совершение чего-то, не считая себя выше других. Не ростом, рост у кого-то может быть выше, может быть в знаниях у них больше, может быть в спорте они достигли больше. Однако их нужно уважать. Да, нужно уважать, допустим, знающих людей, допустим, в спорте. Уважение одно, но извините, ихнее высокомерие, ихнее самодовольство их же губит. И тут говорится совершение чего-то, что может вызвать подозрение и сомнение, если окружающим средом таким образом. Дальше читай, брат.
воплощение в себе качества мужества. Воплоти в себе качество мужества, храбрость, неустрашимость на пути истины, благие нравы, жертвование на пути блага, чтобы ни у кого из мужчин не было надежд опередить тебя. Также остерегайся того, что противоречит мужеству: слабость духа, недостаток терпения, недостаток нравственности. Эти качества пожирают знания, мешают языку говорить истину и толкают человека в руки его врагов, которые разбрасывают свой яд на лица праведных рабов Аллаха. Да. Он говорит, опять я повторяюсь, у меня в книге чуть по-другому, брат, написано. Насладись обладаниями качествами. Он говорит, насладись обладанием качествами, относящимися к мужественности. Это называется муруа. Как мы сказали до этого, хадисоведы поставили это одним из условий, чтобы принять хадис у человека. У него должно быть муруа. Да, муруа называется. Мужественность или достойное качество. Таким как храбрость, допустим. Да, храбрость, допустим. Религия не берется у трусов, как некоторые говорят. Понимаете? Сила в отстаивании истины. Отстаивай истину. Также учитывая пользу и вред. Пользу и вред, когда мы меняем мункар, плохое дело, мы сказали 5 условий до этого, других лекций мы говорили. Первое условие, фик у тебя должно быть. Ты должен знать размер этого греха. Размер. Какого он размер этого греха на самом-то деле? Ты должен, второе условие, проявлять терпение, проявлять мягкости, проявлять, учитывать пользы и вреды, учитывать, рассчитывать, имеется в виду силу. Не можешь ты порицать его рукой, остановить рукой, то языком останови. Не можешь языком, хоть минимально сердцем, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. И тогда, если ты сердцем не порицаешь, ты соглашаешься на грех, как сегодня некоторые так называемые муфтиятчики нападают на сестер, на хиджаб. Им не нравится их хиджаб, им не нравится их никаб. Сначала никаб, потом хиджаб снимут, потом и другое снимут, валь-язу билля. Когда нужно было наоборот, они бы должны были, если они мужчины, если они доброжелательные были бы, если они богобоязненные были бы, они наоборот призывали бы людей. Куда призывали бы? Богобоязненности, пристойности, к чести, совести. Призывали бы оставить пролитие крови, призывали бы к справедливости, призывали бы, правильно призывали бы. Только извините, когда они начинают призывать, просить мертвых, конечно, когда нужно просить Аллаха, они это оставляют, они начинают просить мертвых. Как у них будет дa'ва правильно? Как они будут правильными изначально? Если они мертвых призывают, оставив Аллаха. Как в хадисе одном говорится, посланник Аллаха сказал, что Аллаха гневает, когда Аллаха не просит. Мы это проводили в этикеты, когда рассказывали этикет в Рамадане несколько лет тому назад, еще в мечети Салями. И тут говорится дальше, благородные нравственные качества, жертвенность на пути добра. Только поэтапно. Бывает иногда, если глупым людям говоришь такие вещи, религиозные вещи, или ему доверишь Коран, ты его выучил Коран, он научился Корану, он этот Коран разбрасывает. Он становится просто продажным этого Корана. Хафизом стал он, однако стал он продажным. Муфтием стал, однако стал он продажным. Он продает знания ислама ради секты, может быть, ради тирана, может быть, ради дуньи, может быть, ради чего-то разного. И тут поэтому он говорит, силу отстаивать, то есть сила должна быть отстаивание истины, только аккуратно, баракаллаху фикум, аккуратно, чтобы других не задели. Благородные и нравственные качества должно быть, жертвенность на пути добра, и будь в обладании этими качествами таким, чтобы истинные мужчины отчаялись опередить тебя. Хамдулилля. И остерегайся, просим Аллаха сделать нас лучшими. И остерегайся того, что нарушает эти качества малодушия, слабости, духа, нехватка терпения, недостаточности добродетелей, ибо все это умаляет, дискредитирует знания, мешает языку говорить истину и заставляет идти на поводу у оппонентов.
положение. Когда горячий ветер обжигает лица праведных рабов. На этом, иншалла, мы остановимся, просто задержались, я извиняюсь. Отказ от изнеженности, 10 главе мы остановимся. То есть отказ, нужно себя приучать, отказываться от роскоши. То есть пристрастие, чтобы у нас не было к роскоши. Чтобы мы привыкали к трудной жизни, нужно себя, как говорится, да, тренировать, как тренировка тренирует себя наши братья. Баракаллаху фикум. Просим Аллаха нам всем благополучия и изменить этот мир в лучшую сторону, так как желает Аллах его посланник.